Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте мне открыть наш круглый стол «Северный Кавказ. Слабое звено или точка опоры». И меня зовут Валерий Фадеев, я председатель комиссии по экономическому развитию Общественной палаты. Еще не все подъехали. Неожиданный снег в середине марта и очень большие пробки. Кое-кто еще подъедет, в частности, Максим Шевченко. Несколько задач у нашего сегодняшнего круглого стола. Мы с коллегами, в частности с Денисом Соколовым, который будет вести сегодняшние панели, многие члены Общественной палаты, многие аналитики полагают, что есть серьезные препятствия, что ли, на пути проведения эффективной политики на Северном Кавказе. И мы сегодня и будем обсуждать эти препятствия. Я коротко скажу, как мы построим сегодня. Меня зовут Денис Соколов, я один из организаторов этого мероприятия сегодняшнего. Организатором является Институт общественного проектирования, журнал «Эксперт». Создали на сегодня уже зарегистрированную организацию «Кавказский центр проектных решений». И в какой-то степени сегодняшнее мероприятие – это еще и презентация этой новой экспертной площадки, которая, я надеюсь, может внести свою лепту в планирование развития Северного Кавказа в ближайшее время. Да? Даже, может быть, уже в этом году мы что-то сможем сделать. Я хотел всех послушать, я вас всех приветствую. Алита Даркулова, председатель президиума Российского конгресса народов Кавказа. Максим Шевченко не дал мне спокойно слушать, придется мне тоже высказаться. Вы знаете, вы все правы. Есть, о чем я хотел бы сказать. У нас политика нашей страны на Кавказе очень простая. Как говорили, кнута и пряника. Или одним полком наводим порядок, или там заваливаем деньгами элиту, и она, в свою очередь, любыми методами держит всех остальных. И этот метод кнута и пряника ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, как сегодня отмечали, на Кавказе живут люди с кавказским менталитетом. Как говорила Фазу Алиева, даже в самой убогой Сакле горца встретишь величие императора. У нас на Кавказе не принято кланяться каждому ветру, встречному и поперечному. И поэтому политика центра должна учитывать это. И нужен ли Кавказ России? Нужен, безусловно. Мы, кавказцы, знаем, что если бы не нужен был бы, столетиями там не шла бы эта борьба. Это геополитика, и мы, кавказцы, заложники этого. Мы находимся в буферной зоне, и постоянно влияние с той и с другой стороны. Что нужно кавказцам? России нужен Кавказ, это безусловно, это понятно. Нужна ли кавказцам Россия? Нужна. Потому что кавказцы тоже не хотят запираться в своих ущельях. Но кавказцы тоже хотят жить в большой, могучей стране до Тихого океана. Но для этого отношение к кавказцам должно быть соответствующее. Кавказцы не собираются становиться людьми второго сорта. И чтобы их пыняли, шпыняли и заставляли сидеть тихо, мирно, не будет этого никогда. И пока это не поймут власти, и пока соответствующие... Вот я читал доклад сегодняшний, просто хочу еще раз поблагодарить, Денис, тебя лично и вашу всю группу за ту огромную работу, которую вы проделали на Кавказе. Я могу сказать, что вот вы вдвоем сейчас сидите, я больше не знаю практически людей, которые так хорошо знают Кавказ, да, не будучи кавказцами. Поэтому я вас благодарю.
Что касается шариатских судов, я совершенно согласен с Максимом. Есть третейские суды. И в рамках третейских хотите по шариату, хотите по понятиям, хотите по казачьим законам, как хотите. Если не можете договориться, то государство, если разрешит шариатский суд, от этого не поменяется ничего. Если люди сами верующие не будут доверять тому, кто судит их по шариату, то мы знаем наши светские суды, как в той рекламе, важно для наших судов светских есть мастер-карт. У кого мастер-карт круче, тот и выигрывает. Мы же все это знаем. И поэтому, мне кажется, шариатские суды, их официально признавать в рамках третейских судов, мне кажется, это самое верное решение. Разбирайте, по каким понятиям вы живете, в третейских судах, там и разбирайте. Ну, я еще буду долго высказываться в разных темах. Спасибо. Спасибо, Илья. Очень... Хангишев Гамдат, Российский конгресс народов Кавказа. По поводу выступления Михаила. На самом деле голод, а не Билалов. Голый король — это государство, которое не смогло обеспечить контроль в процессе строительства там, и так далее. И в этом я убедился еще в начале 90-х годов, когда у нас была попытка очаговой модернизации, я Денису рассказывал, когда мы защитили в Москве более 40 программ экономического развития, связанных с сельским хозяйством, и когда приехали уже с постановлением правительства в Махачкалу, у нас попросили 50% откатов от средств, выделяемых централизованно правительством. На этом наша модернизация закончилась. И по поводу мегапроектов. Действительно, без бизнес-планов, без проработки, это просто профанация. Абсолютная профанация и способ приватизации там, муниципальной, республиканской и федеральной собственности с дальнейшей его перепродажей. Залимхан, Гамбулат, Илья. И потом Максим. Валиев Залимхан, председатель общественной организации Кихулая. Про проекты экономического развития республики нашей хочу подчеркнуть, что территория, как сказали, нужна, а люди под вопросом. Территория нужна от того, что у нас ископаемых много. Там же и нефть есть. Нас, к примеру, выселяли с наших земель, старкинских, от того, что эти нефтеносные земли, и забрали в федеральную собственность. А когда нужно было возвращать, вернули всем, но не нам. Поэтому хочу вам сказать, а проекты, мегапроекты, почему они срываются? Потому что они оформляются не по закону. А те, кто должны проконтролировать оформление, то есть первое звено — это общественность, чьи интересы она затрагивает. И согласно федеральным законам нужно согласовать с общественностью, чьи интересы затрагивает. А у нас общество поднимается и противится этому, потому что уже проект принят, утвержден на федеральном уровне. А когда идут реализовывать, это немецкая деревня, к примеру, уставной фонд ООО 10 тысяч, и ему выдают миллиарды. Разве никто этого не видит? А люди в конечном счете только узнают, когда они приходят копать фундамент. Народ уходит, он уже недоволен. Там уже его никак не убедит. Но если изначально, как по закону написано, согласуется с общественностью, то общество радо принять такие проекты, потому что оно будет служить ради блага этого общества. Спасибо. Валиев Залимхан, представитель общественной организации Кихулай. Это то, что у нас нет, это мы находимся в лагере, там, где отстаиваем свои права на свои этнические земли. То, что сегодня здесь говорилось в Ставрополе, в других народах, то, что в России кумыки это все на себе испытали. Потому что Дагестан, равнинная часть по истории, оно шло как Кумыкия. Сегодня на территории этой Кумыкии живут все народы Республики Дагестан и с Россией тоже. Но мы живем, слава Аллаху, нормально, и у нас больших таких разногласий нету. С народом у нас все очень хорошо. Но то, что касается руководителей, которые должны исполнять свои обязанности перед народом, у нас очень плохо. Почему есть очень хорошие законы
принятый Российской Федерацией, это 131 федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Сегодня, согласно этому федеральному закону, все субъекты Российской Федерации перешли на самоуправление. То есть каждое общество само понимает, как ему лучше жить и какие проекты осуществлять в интересах его общества. У нас же в Дагестане это абсолютно игнорируется. Игнорируется руководителями всех рангов, начиная от уровня федеральных и заканчивая субъектами республики нашей. В связи с этим я хочу сказать про историю своих поселений. Мы, представители кумыков, живем на плато горы Таркитау, то есть где расположена столица Республики Дагестан Махачкала. Все эти земли принадлежали нашему обществу. До революции количество земель нашего общества составляло 250 тысяч гектаров земли. С приходом советской власти 1921 утвердился, у нашего общества осталось 20 тысяч гектаров. С установлением советской власти и коллективизации в 1937 году за нашим обществом осталось 8 тысяч гектаров. В 1944 году, после того, как депортировали нас на земли репрессированных чеченцев, у нас статус упразднения Таркинского района, забрали все земли, как нефтеносные земли, в российскую собственность. В 1956 году, когда реабилитировали чеченцев и ингушей, единственные общины во всем Дагестане, которые оставили все свое имущество, колхоза и всего, обратно приехали в свои старые села. Но мы по сей день не реабилитированы ни одним законом, ни Российской Федерации, ни тем более в советский период. С 1956 года, согласно реабилитации чеченцев и ингушей, всем народам из 22 районов горного Дагестана были переселены на землю репрессированных чеченцев, народы наши горные. После реабилитации чеченцев все эти 22 района поселились на равнинных землях. Никто из этих народов не вернулся в свои старые села, в результате чего старый уклад каждой общины развалился. И тем самым, люди не по своей воле, это государственный строй так устроился. Сегодня элементарный вопрос переселения лакцев Сауховского района. Дагестан принимает постановление для исторической справедливости, считая необходимым восстановить Ауховский район. Ауховский район просуществовал с ноября 1943 года по февраль 1944 год. По отношению к этому району руководство республики принимает такое решение. А когда мы подняли вопрос восстановить наш Таркинский район, нам говорят, у вас ничего нет, ни земель, ничего. Поэтому здесь вопрос стоит остро. Народ, имеющий сегодня 25-30 тысяч населения, имеет 3 района. А жители 3 сел, мы, Тарки, Кихулай и Альберкен, как раз находятся в этом лагере. У нас насчитывается 38 тысяч человек, это которые живут в 3 поселениях. У нас сегодня не осталось ни одного квадратного метра для развития нашего общества. Я не говорю о том, чтобы создать работу. Я говорю о социальных проблемах. Рождаемость детей у нас 600 человек в год, это в 3 поселениях. Ни в одном из этих поселений нет ни детских садов, ни школ полных, и поэтому наша молодежь растет озлобленной. Те органы, которые должны контролировать и навести порядок должен, они абсолютно игнорируют. Сегодня мы, жители этих сел, требуем хотя бы часть земель, которые забрали у нас и передали другим. Забрали федеральную собственность, как нефтеносные земли. Сегодня мы хотим, чтобы хотя бы эти земли вернули, не задевая национальных вопросов. С народом у нас все хорошо. Каждый народ поддерживает и признает наши права и интересы на свои исторические и этнические земли. Также и мы признаем, кумыки, все народы, их права и их интересы на свои исторические и этнические земли. Согласно 131 федеральному закону,
идет административно-территориальное разграничение в Республике Дагестан. Он один из последних из субъектов Российской Федерации, который по сей день не выполнил и не перешел полное самоопределение и самоуправление. В 2012 году в мае месяце не доработал административно-территориальное устройство Республики Дагестан, Министерство юстиции направило все документы в Москву для утверждения. Но она выполнена с очень большими грубыми нарушениями, где абсолютно не учтено мнение и интересы каждого общества. Не согласовав с этим обществом, эти документы ушли сюда, и что противоречит самому закону. В законе сказано, что территориальное устройство устраивается первым делом на согласительных актах каждого поселения. Они должны между собой, как говорится, утвердить границы. То есть два соседа между собой решают, как им забор ставить. Третьего там нету и не дано, по закону тоже. Но здесь у нас отгонные земли, федеральные земли, республиканские земли, там райком зем, запас какой-то район имеет. Все противоречит федеральным законам. Сегодня здесь старший брат сказал, что мы... Залимхан, минуту буквально еще одна. Да. Также мы вошли в список коренных малочисленных народов Российской Федерации. У меня в руках постановление, это от 2001 года, принять сведения постановления Госсовета об особенностях, о гарантии прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. И что интересно, сюда внесли 14 титульных народов. Это установить, что коренными малочисленными народами Республики Дагестан являются аварцы, агульцы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, нагайцы, рутульцы, русские, цахуры, чеченцы, акинцы. Но это вызвало среди других титульных народов Республики Дагестан. Здесь всего 14 народностей. Здесь наш брат сказал, что более 30. А оставшиеся 16-15 народностей, они не вошли в этот список коренных малочисленных народов. Аварцев почти 1 миллион, кумыков 500 000, агульцев. А народы, которые имеют 5-10 тысяч, они абсолютно не вошли в это. И они никакими законами не защищены у нас в республике. А чего они страдают? Они не могут сохранить свой язык, не могут сохранить свои земли, и не могут сохранить традиционные свои промыслы. Все это в один прекрасный день может вылиться наружу. Мы уже более года как раз таки тем и занимаемся, что обращаемся к руководству во все инстанции. В феврале месяце мы обратились к президенту Российской Федерации в администрации, приложили все документы в течение 20 лет, которые мы обращались к руководству республики и к руководству Российской Федерации. Что же делается? Отсюда отправляют бумаги тем, которые абсолютно не исполняют наши законные требования, которые государство обязано гарантировать каждому обществу и каждому народу. Да. Еще, потому что вы повысили. Вопрос. На караване основные конкретные требования какие сейчас у вас? На караван, то, что мы зашли, это 195 гектаров, эти земли переданы в федеральную собственность. Его забирали у Талкинского колхоза имени 1 мая как нефтеносные земли. И по сей день, когда идет территориальная реабилитация и возврат земель историческим хозяевам, мы хотим, чтобы нам вернули эту землю. Но сегодня... вам это конкретным людям? Или... Именно общественности Талки, у кого забирали его в федеральную собственность как нефтеносную землю, при передаче земель как раз таки с 2013 года по 2020 год идет передача федеральных земель субъектам Российской Федерации. А на этих землях сегодня бесчинствуют все, кто хочет. Там нанесение ущерба федеральной собственности исчисляется миллиардами рублей. И все нарушители, мы там находимся, поймали в принципе воров и коррупционеров. И показываем всем, друзья, это народ выявил, поймал и перед вами поставил виновных в этом нанесении ущерба федеральной собственности и общественности нашей. Да, а юридически кому землю нужно передать, правильно? Сейчас она находится в федеральной собственности. Да. А сейчас нужно передать кому-то. Да. Кому-то, есть субъекты получения, приобретения земли.
Вот субъектом получается то. Сегодня наше общество потеряло вообще статус юридического лица. Мы сегодня введены администрация города поменяла статус, сделал округ, не согласовав с общественным. Изменение территориальных административных границ должен идти только через референдум. А мы, сидя вот так, 15-20 человек, приняли решение, включили в состав города все наши поселения, и в результате мы сегодня не являемся юридическим лицом. Поэтому мы создали дачное сообщество и просим руководство Российской Федерации передать эти земли для снятия социальной напряженности в наших поселениях, для жителей наших 3 сел, под дачное сообщество. А сколько участков примерно? Мы сегодня распределили там 2000 участков по 4 сотых. Спасибо. Залимхан, спасибо большое. Я просто сразу... Хамзат, можешь коротко, да? В общем, потому что у нас... Да, я не буду как бы дальше заостряться на Таркинском вопросе, поскольку он... Потом просто пройдемся вопросами. Да, он имеет общие черты с многими другими такого рода проблемами. Мне кажется, нам главное найти механизмы или какие-то предполагаемые механизмы, которые помогут снять такого рода проблемы, напряженность и прочее. Вот я обратил внимание, что любой представитель исполнительной власти, когда слышит слово «этническая земля», он в ступор впадает и отключается полностью от разговоров, переговоров и прочее. Ну, если рассматривать его не как экономическую какую-то категорию, да, этнические земли, это прежде всего территория, это этнокультурное пространство, это территория воспроизводства этноса, заботу о котором взяло на себя государство, власть фактически. Есть международно признанный статус коренные народы. Есть механизмы защиты и реализации прав этих коренных народов. Есть опыт международный, начиная с декларации ООН и разнообразных там конвенций Международной организации труда. В конце концов, есть даже прецедент применения письма, декларативного письма Центробанка при реализации инвестиционных проектов на Сахалине, кажется, есть такой прецедент. Но вот как Залимхан показал, реализация вот этих законов о коренных народах, да, он до смешного доходит. Но вот надо же додуматься, чтобы в России русский народ признать коренным меньшинством, да? А тех же самых цахуров, которых там несколько тысяч, они остаются за бортом. То есть это говорит о том, что в системе государственной власти абсолютно нет понимания вообще, о чем речь идет, и тем более готовности учитывать эти вещи. Что касается непосредственно того проекта, который Денис предлагает, да, экономической как бы его составляющей, ну, он предполагает урбанизацию. Это значит высвобождение большого количества рабочей силы на селе, ну, включая там, ну, имея в виду интенсификацию сельского хозяйства, крупные сельскохозяйственные производства и так далее. Это значит, люди будут переезжать в города. Это опять означает деэтнизация, и опять-таки те же самые проблемы будут возникать, в том числе и в городах тоже. Поэтому вот это само понятие этнические земли, территории, вот, по-моему, мне кажется, надо в этом направлении работать, чтобы вот кумыкский народ рассматривает свою этническую землю как свою территорию, на котором он сформировался, он должен развиваться, воспроизводиться в конце концов. А существующая ситуация и тенденции, они ведут к тому, что мы просто будем постепенно исчезать, превращаться там в русских там, или еще кого-то, это уже не важно в кого. И все требования, вот мы анализ проводим, не только такие, там и другие есть очаги такого рода. Все связано прежде всего с тем, что не исполняются существующие законы, а в проектах, в том числе и в концепции национальной этой стратегии, этносы вообще как бы
их упоминание носит какой-то декларативный характер, не подразумевая даже механизмов какой-то заботы и реализации прав этих этносов в дальнейшем. Вот, в принципе. Спасибо. Есть сразу вопросы какие-то по двум сообщениям? Потому что, на самом деле, очень интересно, что такое вот этническая земля, понятие этнических земель. В принципе, сложно сказать, что их не существует, потому что на основе этнических земель принимаются законы. Действительно, они есть. В горах, вот, на территории тех этносов, территория которых не является какой-то миграционной привлекательностью, не обладает, у них по факту она есть. Но она де юре как бы не закреплена, но по факту она существует. А у кумыков, в том числе и у нагайцев, и у русских Кизлярской зоны, тоже их историческая территория, а на них как бы это не распространяется. Спасибо. Магомед. Мне просто интересно. У вас регламент жесткий, я сейчас просто немножко вначале расслабился. Пару минут. 2-3 минуты. Да. Просто если вот так фрагментировать, тогда вот история России с X века по 21 век, на территории менялись. Если употреблять слово этнические земли, этнические территории, как тогда определить тех, кто имеет больше прав там, на Сибирь до завоевания Ермаком Сибири там, или Астраханского, Казанского ханства? То есть в этом отношении, что мы хотим, как мы хотим закрепить этнические территории и какое право, например, говорит, вот эти земли кумыкские или лакские, а в Воронежской области, какой механизм должен быть, не произойдет ли это дальнейшую фрагментацию вообще государственного устройства? Как тогда быть? Нет, пока если есть еще Магомед, да, только очень коротко, 1,5-2 минуты, это Это все должно регулироваться государством, если у нас есть государство. Государство нас кинуло туда. Вот как дуракам кинули там 10 яблок на 100 человек. Идите, разберитесь, как хотите. Вот это отсюда идет. И при этом абсолютно такой вот вседозволенность, такая вот самопроизвольная, вот это отстранение от власти самих глав администрации, особенно правоохранительные органы, никаких мер не принимают. Там подрались за кусок земли 2 человека, и уголовное проявление. Тут вместо того, чтобы разобраться, это казак подрался с дагестанцем, и все, и поехали, и наехали. И вот этим, вот как будто все придумано, чтобы вот это вот самое. Сложнейший вопрос. Нам бы собраться, здесь 15 проблем, одна важнее другой. И у нас на это один день приехали из регионов, и мы можем что-то предложить или что-нибудь сделать. Это власть, которая вообще оглохла и ослепла от нас. Вот, пожалуйста, из Дагестана приехали 5 офицеров бороться с этой коррупцией, чтобы органы правоохранительных суд повернулся лицом к народу. Магомед, вы нужен опять про офицеров. Еще 2 минуты не прошло, я смотрю на часы. Мы про офицеров не хотим. Опубликован в средствах массовой информации. Мемориал. Там Федотов подключился. Вы представляете, власть глухая и слепая. Нас не хотят слушать, нас не хотят видеть. От того, что мы здесь сюда собрались, мне хотелось бы очень, чтобы было разработано, какие этнические земли, где эти народы, чтобы были границы, чтобы расписали это, потом только обнародовали закон. Сейчас придумали один закон, 151, 131, и вот, пожалуйста, разберитесь. Приехали, 50-60 лет народы живут как в братстве. А сегодня говорят, Кихулай наш, Аргулиган другой. Вы понимаете, вот что делает власть? Надо сказать этой власти, прекратить этот бардак, травить людей друг на друга. Вот такой Кавказ боится... Магомед, спасибо большое. У меня огромная просьба. Я очень понимаю то, что и пафос, и эмоции. Можно микрофон выключите, пожалуйста. Сейчас. У меня такая просьба. Вот мы сейчас относимся к власти, да, как бы вы разговаривали, как к золотой рыбкой. Власть... Подождите. Власть... Мы вас послушали, не перебивали. Давайте тоже не перебивать, потому что мы сейчас превратим все это в митинг, и все это кончится просто скучно, на самом деле. Какой митинг в Дагестане кончался скучно? Мы не в Дагестане, мы не в Дагестане.
Да. Давайте не будем обращаться к власти как к золотой рыбке. Мы пришли... Магомед, вы приехали обращаться к золотой рыбке, да? Мы совсем здесь, да. Давайте без эмоций, да. Все, Магомед, я прекращаю с вами спорить. Но это жаль. Да. Хорошо. Кто-то хотел еще слово? Я пока, да. Али, да, пожалуйста. Я не знаю к месту, но я услышал выражение «этнические земли» и хочу по этому поводу сказать. Этнические земли нужны всем этносам. Без земли этноса не бывает, растворяется. Вот здесь, в этом зале, где-то несколько месяцев назад был круглый стол, и здесь выступал один удэгей. Удэгей, он по национальности, он, кстати, член общественной палаты. Они живут в Приморском крае. Под Владивостоком, там их называют, в Википедии называют лесные люди. Их 5-6 тысяч человек всего вообще на свете. И их земли, леса, где они, в общем-то, живут издавна, решили продать с аукциона тем, кто будет рубить этот лес. И им удалось каким-то чудом связаться с каким-то немецким фондом, который дал им деньги, за которые они выкупили свои земли и живут там сейчас. Если у нас страна, которая самая большая в мире по всем показателям, в том числе и по земле, не может оставить кусочек леса там, в Приморском крае, народу, который живет испокон веков, то это, мне кажется, абсолютно неприемлемый вариант. А что касается вообще этнических земель, у нас страна противоречий. Мы одной рукой хотим строить Евразийский союз, а другой рукой, внутри, говорим о том, что надо избавиться от автономии, надо все сделать там, унифицировать там и прочее. А каким образом мы хотим построить Евразийский союз и привлечь в этот союз другие народы, если они видят, что мы внутри своей страны убираем автономию, убираем национальности, мы хотим всех сделать там оловянными солдатиками, мы тогда никакого Евразийского союза не построим. И любой народ, пока он жив, он будет бороться за свою землю, за свой клочок он будет. И поэтому, знаете, такой момент, власть, говорят. Дело в том, что на Кавказе всегда решали эти вопросы. Брали к спору, приглашали соседних авторитетных людей, там, князей там, и прочее. И между народами договаривались, и все. И никогда войны из-за земли, как таковой, на Кавказе между народами не было. Но сейчас что? У какого народа лобби сильнее, тот и прав. Кто первый, когда на Кавказе говорят, вот поедем к Ивану Ивановичу, имея в виду в Москве русского начальника, кто приедет к Ивану Ивановичу? Один приехал со своей просьбой, другой приехал со своей просьбой. И Ивану Ивановичу кто симпатичнее, того вопрос и решается. Или кто борзых щенят побольше привез, или у кого лобби сильнее. А от Ивана Ивановича кавказские этносы ждут справедливости. Чтобы по справедливости это решилось. Если бы решили бы по справедливости, а не по симпатиям, которые тоже периодически меняются в зависимости от ситуации. И пока власть не разберется с этническими землями и не утвердит порядок, причем прозрачно, открыто, справедливо, понятно, будут довольны и недовольны, но все будут понимать, даже если будут недовольны, будут понимать, что да, это справедливо. Пока это не поймет власть, никакого Евразийского союза у нас не будет. Мы будем, наоборот, сокращаться и сокращаться. Спасибо. Спасибо. Максим, потом Пауд, потом Марадин. Только у меня просьба очень коротко, потому что мы уже все устали, начинаем терять нить, если долго разговариваем. Да. Я все-таки осмелюсь тут выступить с сомнением относительно тезиса о наличии этнических земель как правового понятия.
Тут есть, мне кажется, достаточно сложная и такая опасная вещь. Мы понимаем, что есть этнические земли в чисто человеческом измерении. Что вот мы говорим, здесь жили нагайцы, или здесь жили адыги, здесь жила такая-то семья, здесь жили аварцы, здесь жили то-то, то-то, то-то. Мне кажется, что это просто достаточно старая территориальная привязка, которая была практически даже до прихода Российской империи, по большому счету, на эти территории. И я не могу сказать, что приход Российской империи был там прямо подарком всем народам Кавказа. Ни в коем случае. Но это была объективная реальность. Сегодня же мы восстанавливаем проблемы или темы, которые имели отношение, прямо скажем, к какому-то раннему или позднему феодализму. Мне кажется, что территория, что сегодня ощущение людей, что такая-то земля их, надо решать через укрепление административных субъектов или хозяйствующих субъектов, то есть через правовое поле. Если закрепить сегодня за каким-либо народом землю в России, это просто начать уничтожение страны. Вот вы поверьте, что это так. Поэтому, если, допустим, мы имеем дело с Горной Балкарией, да, то я прекрасно понимаю, что есть проблема межселенных территорий, которая является проблемой. Если ее решать в правовом поле, переговариваясь там с адыгскими национальными организациями, да, если выстроить демократическую систему переговоры этих отношений, я уверен, что не будет конфликта ни с выгоном скота там кабардинцев, допустим, на эти выпасные территории, ни с другими территориями. Проблема в том, что бюрократия решает эти вопросы за спиной народа. Фактически народ не чувствует себя ни причастным ни к административному субъекту, ни к хозяйственному субъекту. Не выполняются законы. Но этнические земли, я решительно возражаю против введения такого понятия в правовое поле. Оно разрушительно само по себе, Али, дорогой. Оно разрушительно просто. Сейчас, подожди, у меня одну секунду, ребят. Я извиняюсь. Мы сейчас пройдем по кругу, потому что очень много людей хотели высказаться. Я обязательно дам слово. Пока пройдем по кругу, все забудут. Максим, это когда ты относишься к 150-миллионному народу, то тогда кажется, что это не важно. А когда твоего народа всего 5000, есть клочок земли, и это... Секундочку, я не сказал, Али, что это не важно. Я не сказал, что это не важно. Я сказал, что это очень важно. Но просто я считаю, что этот вопрос надо решать через усиление местного самоуправления, через усиление субъекта на местах. Не говорить, что это вот нагайская земля или там русская земля, или какая-то. Потому что с точки зрения некой политической мифологии, да, мы говорим, там вот русская, вот есть песня Лещенко, Сибирь ведь тоже русская земля. Но в Сибири, кроме русских, живут там буряты, там УДГ, понимаешь, там и так далее, и так далее. Понимаешь? Поэтому здесь все-таки есть уровень мифологического разговора, есть уровень демагогического разговора, которые являются чисто человеческими и понятными совершенно. А есть уровень практического правового разговора. Вот на правовом уровне закрепить землю за народом это невозможно. Потому что это приведет к появлению на территории России много маленьких Израилей, а стало быть и много маленьких Палестин и палестинцев, которые будут изгнаны с той земли, которые какие-либо новоявленные неосионисты, представители какого-либо народа, это же модель одна и та же, объявят своей и исконной, вечной и так далее. А вот остальных попросят удалиться. Мы не можем пойти на это. Это ущемление гражданского права. Спасибо. Я согласен. Мы сейчас просто уйдем. Я очень прошу, Али, просто мы уйдем. Все, больше не буду. Вот выскажу реплику. Потом нужно, просто вот я просто хочу сказать, что это разговор идет не о администрировании земли, не о границах. Разговор идет о сохранении, о самосохранении народа. Разговор идет о сохранении языка, культуры, идентичности своей. И если нет хотя бы района по национальному признаку или несколько сел собранных, не может. Вот в Карачаево-Черкесии, допустим, 10 лет назад открыли Абазинский район. Там 5 сел всего абазинских. Это же не этническая земля, а это закрепление... А он так и называется. Он так и называется Абазинский. Господа, у меня огромная просьба. Да, давайте мы диалог сейчас превратим все-таки опять в круглый стол. Я понимаю, да. Алпавит, пожалуйста.
сказать нет скорее тезису господина Шевченко по поводу того, что этническая земля — это не правовое понятие, потому что если мы рассматриваем сегодня европейский опыт как передовой опыт, да, сегодня привязка к земле этноса — это одна из тенденций европейских, и в том числе и правовых тенденций. Если мы посмотрим на Европейскую хартию региональных языков и языков национальных меньшинств, то там закреплены такие понятия, как территориальные языки. Секундочку. Дайте пример в Европе привязки этноса к земле. Не языка, не что-то еще, а именно этноса к земле. Пример приведите. Я еще раз говорю, значит, это Швейцария, это даже унитарная Испания и так далее. То есть, в принципе, посмотрите на скандинавские страны, саамские земли. Они что, не привязаны к этничности, не привязаны к территории? Или Швейцария, может быть, это как бы государство на хвосте развития цивилизации? Спасибо. Абузаид, потом Радим. По минуте, ладно? Даже минуту, не больше. Хорошо, я постараюсь. Абузаид Гериев, Карачаево-Балкарское общество, Барцельс, Кабардино-Балкарии. Я согласен практически со всеми понемножку. Дело этнических, это можно назвать, конечно, этнические территории, да? Максим Леонардович правильно сказал. Вопрос с балкарскими селами — это не вопрос этнических территорий. Это вопрос коррумпированной власти. Вот так горячо любимая Максимом Леонардовичем Арсена Башировича Канукова. Потому что вопросы с плоскости, вот вы только что сказали, пусть балкарцы там разговаривают с кабардинскими общественными организациями. Почему балкарцы про горные балкарские села, территории должны разговаривать с кабардинскими общественными организациями? Мы как раз вот наша региональная власть переводит этот спор в межнациональную плоскость. Этот вопрос не должен стоять в этой плоскости, находиться. Это все должно решаться в рамках того же 131 закона. Но проблема-то в том, что в стране не только на Кавказе не выполняются законы России, но там просто это как бы в крайней форме выражается. Мы там во все наши выступления и наши требования сводились к тому, чтобы передайте земли по закону муниципальным образованиям. А в муниципальное образование там большая часть балкарская или кабардинская или еще какая-то, это не важно. Передайте муниципальное образование. Передавать не хотят. Не хотят выпускать из своих рук эту коррупционную составляющую. Вот в чем проблема. А переносят на межнациональные отношения. Вот почему конфликты возникают. Сегодня, я извиняюсь, сегодня вот говорили о КСК, да? Когда КСК появился, мы говорили, что это затронет наши интересы. Нас тогда пытались маргинализировать, говорили, вот это националисты, такие-сяки, не хотят, чтобы здесь курорты строились. Кто не хотел, чтобы курорты строились? Хотели, конечно, но чтобы это было все прозрачно, чтобы курорты, представители курортов приходили в муниципалитеты, разговаривали с представителями муниципалитетов, и все бы было в порядке. Поэтому я думаю, что вопрос один только был по этническим территориям. Вот Москва — это этническая территория? Максим Леонардович, если Москва — это территория не этническая, а моя дача 12 соток — это моя этническая территория. А тогда, если в Москве, считаете, тогда, если в Москве говорят, убирайтесь к себе, куда я должен убираться? Что мы обсуждаем? Что мы хулиганью обсуждаем всякое, кто говорит? Я тебе говорю, приезжай ко мне, заходи ко мне в дом, когда хочешь. Ты будешь у меня дома, как брат мой и как мой гость. Я коренной москвич, и я тебе это говорю.
Отлично. Все, передача всей Балкании. Да, можно я постараюсь применить немножко позицию Алия, позицию Максима? Язык дадут мне у тебя дома учить? Или я это должен учить? Али, мы будем биться, бороться за то, чтобы ты дома учил карачаевский язык, клянусь. Вот позови меня, скажи, где враг, и я пойду вперед. Вот мне как раз нужно, чтобы этнические были моменты для того, чтобы учить свой язык. Али. В Москве не откроют карачаевскую школу. Али, можно, можно попробовать применить позицию Али и позицию Максима, ну так, насколько это возможно. Да, потому что вот есть история такая про, мы, помню, не говорили, я не помню, по-моему, не публично, есть чёртские земли около Махачкалы. Да? История там такая, что когда-то очень давно, до революции, некий большой крупный купец из Чоха, да, он купил земли за золото у кумыков около Махачкалы. Потом революция, потом колхозы, и вдруг вот появляется история такая, что предъявляя купчую на эти земли, чохцы в принципе получают, не все эти земли, конечно, но они получают дополнительные основания, правильно? Для того, чтобы земли около Махачкалы в качестве как дачный поселок распределить. Я сейчас, да, договорю, я просто сейчас вернусь. То есть получается, что это вопрос не этнических земель, это вопрос земель, которые маркируются как чохские. В данном случае мы маркируем земли как кумыкские, да, на Карамане, но мы в пользу 2000 семей эти земли предлагаем распределить в пользу 2000 семей. То есть в этой ситуации мы на самом деле на практике наблюдаем совершенно не вопрос создания этнической территории. Мы наблюдаем на практике ситуацию защиты этнической организации, конкретных личных интересов, собственнических интересов группы людей, которые относят себя к этому этносу. Да? И в этом смысле суть, она немножко в другом. Да? Она не в создании этнической территории. Она в том, что государство, к сожалению, не в состоянии защитить интересы, о том, что мы говорили в первой части, каждого человека, и его собственности, и его интересы как гражданина, и его интересы на сегодня, да, к сожалению, и его интересы как участника каких-то договорных соглашений. И поскольку государство это защитить не может, этническая организация, которая в какой-то степени бывает присваивает себе право говорить за весь народ с этим соглашается или нет. Это вопрос не в том, что этническая организация называют этническими предпринимателями, есть такой термин в науке. Но вопрос не в этом. Этническая организация выполняет, в данном случае, берет эту часть функции государства. Она защищает интересы граждан, частные интересы. Я согласен, что разговор об этнических землях – это разрушительный разговор, а тех, которые можно обрисовать. Но разговор об интересах группы людей, которые себя причисляют к этой группе сами, и которых организация. Каким образом, например, можно было бы договориться сейчас без участия, без создания, до создания как бы качественных государственных институтов о том, что мы соблюдаем между собой договоренности по тем же землям. Да? Только таким, когда есть организация, которая берет на себя ответственность, и которая потом должна за это ответить. Есть правовой субъект. Это да, вот так и есть. О чем мы говорим, что в принципе возможно, да, нужно не разделять организации, не разделять этносы на части, да. Государство не должно вершить суд между этническими организациями и между религиозными организациями. Все, что может сделать государство полезного, оно может опереться на консолидированные, на договоренности, которые между этими организациями возникают, как система коллективной безопасности. И опершись на эти договоренности, государство может поддержать и создать какую-то правовую систему прозрачную. Я хочу просто добавить, вы чохские земли вспомнили, это единственный народ в Дагестане сегодня, который во время советской власти им передали 1200 гектаров земель, это земли колхоза Тарки. И единственный народ по истечению срока аренды, который решил вернуть земли. И эти земли от того, что в то время уже муниципального образования Таркинский район не существовал с 1948 года, поэтому передали ему в Карабахкинский район. И сегодня на эти сельхозземли, без перевода их в категорию поселения или что-то, все эти земли сегодня разбазарены. Поэтому здесь вопрос стоит так. Не этнический, когда вопрос идет, в 131 федеральном законе там сказано, за каждым обществом закрепить
их исторические этнические земли. У меня в поселке живут и аварцы, и лакцы, и даргинцы, и лезгины, но мы претендуем на свои территории, которые были за нами закрыты, мы как за общество. Вы же претендуете как муниципальный район? Ну да, мы хотим восстановить муниципальный район. Это тысячелетия просуществовало. И сегодня взяли и упразднили, а землю все разбазарили. И теперь на всех этих землях, от Манаса до острова Чечен по морю, идет весь этот беспредел в Дагестане. Посмотрите, анализируйте. Ни в одних горных районах у нас нету межэтнических этих. А здесь на плоскость переводят на межнациональный. Это удобно тем, кто своровали эти земли в общество. Опять же, это район, да, и там уже